день, який дав нам Пан, який дав нам Пан. Зрадуємся, Ісус тешимся в нім, Ісус тешимся в нім. Ось день, який дав нам Пан. Зрадуємся, Ісус тешимся в нім. Ось день, який дав нам Пан. Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан із вами і Духом Твоїм. Молюся подчас этой святой мши за братьям, за всіх, хто приналежить до братів, хто приходить сюди молиться, просячи Божого благословения и потребных нас особливо навертания и святости, а для померлых, как добрый и милосердный Бог, пробачу им провины и одарил житем вечным от своим володарствием. У костеле сегодня переживаем свято Святого Крыжа, узвышение Святого Крыжа. Углядаючися на Слово Божие, просим, как и мы, умели брать свой крыж штодня и идти за Иисусом Христом. Перепросим за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть в эту наисвятейшую охвяру. Пане, Ты посланный оздоровить скрушенным сердцем, смилуйся над нами. Смилуйся над нами. Христе, Ты пришел покликать грешников, смилуйся над нами. Смилуйся над нами. Пане, Ты сидишь праворучать как заступаться за нас, смилуйся над нами. Смилуйся над нами. Нехай смилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Хвала Вышиня Богу. А на землі спокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебя и хвалы Твоей. Пане Боже, небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, принимаем нашее, який сядешь праворужайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвален Бога Отца. Аминь. Молимся. Предвечный Боже, Ты послал на свет Своего единородного Сына, как раз Его смерть на крыже все люди отримали избавление. Учеников мы на земле глубей познали таевницу откупления и были годны не отримать еплен в небе. Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живее владалицу едности Духа Святого, Бог просущен, який вечный. Аминь. Читання книги Лічбо. У те дні люди у дорозі почали гублять терпимость и наказали супроть Бога, супроть Моисея. А вот что вывели нас в Египту, как мы померли в пустыне, понимая ни хлеба, ни воды, и докучила нам эта никчемная ежа. Тогда и спасла Бог на людей ядовитых
якія кусали народ, и шмат людей из Израиля померло. Пришли люди до Моисея и сказали: «Зграшили мы, бо казали супраць Пана и супраць Тебе. Помолися до Пана, каб он отдалил от нас змею». И помолился Моисей за народ. И сказал Пан Моисею: «Зроби себе змея и повесь его на жерди. Тады кожны укушаны, калі паглядзіць на яго, застанецца жыць». И зрабіў Моисей медного змея и узнял его на жерди. И ядовитая змея кусала человека, и он глядел на медного змея и заставался живым. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Nie będziemy zabywać prawa sprawy Pana. Nie będziemy zabywać prawa sprawy Pana. O mój naród, słuchaj zakon mój, schylcie swoje uszy na słowa moich ustach. У приповестях я открою свои усты и расскажу про таямницы давнего веку. Nie будем забывать Право славы Пана. Коли Пан забивал их, тады его шукали, верталися и знов шукали Бога. И вспоминали, что Бог ихняя скала, что наивысший Бог их Збавца. Не будем забывать право славы Пана. И слили ему своими устами, и языками своими хлусили ему, и к сердцу не были щиры языки, и не заховали верности его заповеду. Не будем забывать право славы Пана. Але Бог милосердный, и Он даровал им несправедливости и не знищил их. И Он часто отворачивал гнев свой, и не запаливал своей литостью, и не запаливал всей литостью своей. Не будем забывать право славы Пана. Читание послания святого апостола Павла и Филиппянам. Иисус Христос, будучи в постаті Бога, не полічив потрібним бути наравні з Богом, а явився самого себе, прийнявши постать слуги, приподобнившися до людей. Із вигляду, ставши як чоловік, принизив себе, будучи послухняним аж до смерті, смерті крижової. Тому Бог возвысил його і дав йому ім'я понад усяляке ім'я. На ім'я Єсуса схилилося кожне колено створення небесних, земних і подземних, как кожный язык вызнавал, что Паном есть Иисус Христос, деле хвалой Бога Отца. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Кланяемся Тебе, Христе, и благословляем Тебе, бо раскрышь свой Ты свет откупили.
Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelii według Jana. У той час Єсус сказав Нікодему: «Ніхто не взійшов на небо, а кроме того, хто зійшов з неба, Сина Чоловічого. Як Мойсей узвисив змею в пустині, так повинен бути узвишений Син Чоловічий, щоб кожен, хто вірить у Його, мав життя вічне. Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого одинородного, щоб кожен, хто вірить у Його, не загинув, але мав життя вічне. Бо не послав Бог Сина Свого у світ, щоб судити світ, але щоб світ був збавлений через Його». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Пьер Джорджио Фратасего, которого 6 дней тому назад канонизовали и сделали святым, певного разу розмовляв зі своїм особистим кіровцем, який він був. Це кіровця мав на ім'я Італіо. І Італія звернувся до такого хлопчика, тоді ще 24-годового юнака. «Сеньор, ти щасливий, вельми щасливий. Маєш особистий автомобіль, особистого водителя, маєш так само шмат грошей. Що тобі до щастя більше треба?» А Джорджіо поглядів на Італію і сказав: «Ой, Італія, Італія, який ти нерозумний в цьому світі. Щасливий я буду, коли буду мати 80 років. Да чому 80 років? От тоді буду ближе Пана, ближе смерти». Слово незвичайне, яке промовив этот юнак, тоді имел 24 роки, несколько дней позднее помирає. Навошта говорю про гэта? Бо имел этот человек перспективу життя згодна з крижом. Не боявся смерти, не боявся крижа, а наоборот, смерть для його була збавленням. Так як Ісус Христос, віддаючи своє життя, дав кожному з нас, і кожного з нас завісив на цьому крижі, щоб дати життя вічне. Сьогодні ми переживаємо эту урочистость узвышения крижа. И другое читание прихоже нам сказало: «Йон, Иисус Христос, будучи у постати Бога, не скористал способности, как быть ровным Богу, а не принизил самого себе, утеловившися у постать человека, якого створил». Кто бы из вас утеловился, что такое компьютер? Компьютер. Кого человек створил? Компьютер умер, а в кожній моменті з цього може відключитися. Витягнути з розетки і конець життя. Або батарейка, яка там є, вона розходиться, і комп'ютер так само погасне, і життя погасне. Бог зійшов у те, що зробив, у те, що слабше, тому що, як слабше, узвишить до ранги бути Богом, дитя Божим. І дякуючи чому? Дякуючи муки і смерті, дякуючи крижу. Ми сьогодні так само узвишені, так само, як прочитаю в книзі Лічмов, що народ нарекає на Пана Бога, народу это не подобається, это греховая, не умеет оценить свою свободу, вольность. Однако он готов был быть у неволи, а как только иметь в житті достатку. А Бог вириває з вольності, з рабства народ в певний момент. І народ починає нарікати. І коли він звертається на Пана Бога, тоді, коли приходять пляма жні, не була там одна жнива, Боже. Було їх там тисячі, з-під піску виходили. І написано, кожного, кого вкусила ця жнія, помирав одразу. Не було треба ратунку. І тільки гэта образ перспективи, коли чоловік не може собі допомогти, приходить той тоді до Пана Бога.
і шукає на морі. Бо чим сам криж з'являється? Нічим. Оружием збройні, смерті, каторги. І ми не шануємо його тому, що на ним помер Ісус Христос, але шануємо тому, що через його прийшло нам збавлення. Через це терпіння. Это можно сказать у таких способ, что як мы в некоторых аптеках старых колись у розных шуфлятках были розные речи. Ведь часто эти речи были в аптеках. Якась трава, они при смешивании с отповедным другим складником химическим, эта отрава приносила лекарство. Давала оздоровление и лечение человека. Чому я одразу не змішували, не продавали документи? Але там лежало довго. Тому що я одразу чесно не мала свого свойства. Вона піднімає свою годність, дату важності, говорить, і в цей момент, коли ми її не змогли, треба викинути. А так особливо вона може лежати і тривати довго. Але що так много говорить? Чого ми найбільше люди уживають за неї? Солі. Який склад солі? Хлорид натрію. Сам хлорид з'їдів. Сам натрий. Сам нам зашкодить. А в отповедных пропорциях химических яны смешиваются и дают нам что? Смак соли. Смак. И ничем мы не можем заменить. И так само это терпение, оно само в себе может быть для нас вельми тренное. Але коли мы его изучаем с Христом, с сердцем Христом, с добрением, оно помогает нам зрозуметь. Этот народ отримал это терпение. И пришел до Богу, и со словами до Моисея: «Помолися, сгрешили мы, бо казали супроть Бога и супроть Тебе, говорит народ. Помолися до Пана Бога, как он отдалил от нас змеев, и помолился Моисей за народ. И Бог промовил до Моисея: зроби мужа медяного, и высоко на кийку, высоко, как все бачили, каждый, кто поглянет на этого мужа, будет избавлен». І у сьогоднішньому читанні ми бачимо, що Ісус Христос створив нам этого мужа до своєї смерті, до крижа. Чому? Бо коли чоловік одорве свій позір від самого себе, від своїх подачок, від своїх терпінь і звернеться до Пана Бога, злучить це терпіння з Богом, то вони принесуть збавлення. І це проробило для народу, це йому дало справне оздоровлення. Оцеление незвычайное, но житье вечное. Роман Бранденштерн, письменник жидовского походжения, у годе 1942 гестапо, немцы, спалили его всю семью, пустили в прах, на початок затравили Томака, спалили. По сьогоднішній день не відомо, де його бібліотека. Прожил он сам, бо в те часы был он на Святой Земле, в Иерусалиме. Был он человек неверующий. И не мог себе отказать на питание, чему это все так ставилось. А як пише потом сам, в певний момент, сидячи у своїм покої, який був такий бардак, що страх. Везде газети, якісь часописи, якісь книги, що не було де ноги поставити. І в этом бардаку шматликим, у певному моменті при праці, коли замучився, підняв голову, і позірк його упав на якийсь кусочок часописа газети, на який був намальований візерунок крижа, який виконав цей криж Іноценто де Палермо. Цей криж виконаний був як жезва, як пласка жезва, але був намальований, як сфотографірований в этой газеті. І як пише його далі сам, дозвольте, що я вам прочитаю. Однажды мы нашли среди старых бумаг репродукцию распятия, находящегося в церкви святого Доминика Василия, работы скульптора Иннокентия де Палермо. Мы не могли оторвать взгляду от лика Христа, чье скорбное выражение точно
передано рукой итальянского мастера, произвело на нас глубокое впечатление. Мы откладываем репродукцию и возвращаемся к переработке информации на такой работе. А когда через некоторое время вновь смотрим на распятие, не можем понять, откуда у нас появилась мысль о духовной связи, существующей между нашей судьбой и шедевром итальянского монаха. Откуда взялось это убеждение? Почему так тревожно бьются наши сердца? Почему этот крест показал нам послание давних времен, долго путешествующих по миру в поисках исчезнувшего адресата? Может быть, эта скульптура была для нас олицетворением красоты, которая, как мы предчувствовали, где-то должна была существовать. Мы смотрели на нее, как на страницы, написанные рукой самого дорогого человека, которого мы давно не видели, а возможно даже забыли среди трудных событий последних лет. Во всяком случае, тогда нам было ясно, что содержание этого удивительного письма из далекой эпохи является для нас доброй вестью, знаменующей решение тех проблем, с которыми мы прежде безрезультатно боролись. В этой скульптуре в простой и мудрой форме были представлены все страдания мира и намеченные пути, ведущие к главным целям, которых мы еще не знали, хотя и уверены в их существовании. Ночь воцаряется в человечьем сердце для того, чтобы стали виднее его звезды. Тогда была декабрьская ветреная ночь, одна из тех, которых человек помнит до конца своих дней. Пригожее слово. И под поглядом этого слова человек навертается и розпочинає писати різні вірші. І так само звертає свою думку до этого моменту, коли він не вернувся. І пише в одним із віршів: «І тоді Іноценто зняв криш і приблизив до моєго вуха, а я у його чорним древі крижа послышал ровное, спокойное тикание часов. Ровное, спокойное тикание часов. И зрозумел, что життя только розпочинається. Сьогодні ми так само прочитали, що Ісус розмовляє з Нікодемом, говорячи, ніхто не узійшов на небо, окромя того, хто зійшов. Отбывается это в контексте, как Иисус Христос роднее, что Никодему скажет, что треба человеку народиться другий раз. А Никодем скажет, як народиться другий раз? Это ж немагчимо упасть во лоне матери. А потом Иисус скажет вот это слово: никто не взошел на небо, окромя того, кто сошел с неба, Сына Человечего. И как Моисей узвысил змею на пустыне, так повинен быть узвышен Сын Человечий. Кожен, хто вірить в Його, мав життя вічне. Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого одинородного, як кожен, хто вірить в Його, не загинув, а мав життя вічне. Бо не послав Бог Сина Чоловічого на тое, как свет осудил, а на тое, как свет избавил и нас в этом свете. Аминь. Веровать на Бога, Створителя неба и земли, всякого бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного от Бесспорного, одиносудного Отцу,
праз якого ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і для нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень воскрес паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру в Духа Святого, Пана і Животворцу, які з Айца і Сина паходзіць, якому разом з Айцом і Сином належить поклонение и хвала, які промовлял праз пророков. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и шагаю воскрешение помилуй и життя вечного в лучшем свете. Раз Иисуса Христа, умирающий за нас на крыже, выслужил нам избавление, с доверием вознесем до Его наши покорные молитвы. Молимся за всех детей Святого Костола, каб яны яднали свое жыццё з крыжам Христа и, дякуючи этому, потрымали удел у Его воскресении. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Святого Отца, каб ён, обещающий людям правду веры, открывал их сердце для деяния Божьей ласки. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тех, кто присвятил свое життя Богу, каб яны ішли за Єсусом шляхом крижа і стали удельными Его хвалы. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодость нашей краины, каб яна шановала крыж Христа над Божьей любовью до человека. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут присутных, каб мы углядалися у Христовый крыж и черпали из Его моцы для христианского життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты послал Święt Swojego Syna, jak On odkupił nas, wraz śmierć na krzyżu, wysłuchaj nasze modlitwy, wraz Chrysta, Pana nasza. Amen. Wianuję, Panie mój, все мое житье, и теперь Твой назавсёды. Это мое сердце погляди, Ты, любовь моя, одиная. Я верую, Пане мой, все мое житье, и теперь я Твой назавсёды. Это мое сердце погляди, Ты, любовь моя, одиная. Молитесь, как мою и вашу офяру, не обрухайте, все могутные. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Просим Ciebie, miłosierny Boże, niechaj nas oczyścić od всех провинов офяра Твоего Сына, jaki na ołtarze krzyża zniszczył grzechy всего światu, jaki żyje i władając na wieki wieczne. Amen. Pan z Wami, I z ducha Twoim. ukoru serce, uznosili na Pana, podziękuję Panu Bogu naszemu, godna weta i sprawiedliwa. Zaprawdy godna weta i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, как мы завсёды и всюды Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, всемогутный, вечный Боже, Ты праз муку Твоего Сына дал избавление всякому свет.
światu. I jaki dziadujczy lasce odkupienia, прославляє Твою величь, бо на крыже отбывся суд над грехами свету, и зазяла моц Христа укрыжованого. Тому з ангелами з усіми святыми мы прославляем Тебе разом с ними воскрикаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Сапраўды, Божа, Ты святы и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, образ Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действуя мощью Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неизбывно избираешь народ свой, как от усходу солнца и на заходу, складав имени Твоему чистую охвяру. Тому покорно молится Тебе, Пане, освети мощью Духа Твоего эти дары, якія мы принесли Тебе на офяру, как стали сеями, телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять эту таємницю. Бо йому тую ночь, коли был выведен, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учениям кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich i podzięku Tobie składający błogosławił i podał swoim uczniom każdy: «Берите и пейте з его все, бо это есть кielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowiedzu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Это czynicie na moją pamięć». Это великая таємниця веры. Обращаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего приступания. Panie, wspominający zbawczej ruchu Twojego Syna, tak samo Jego cudowne воскресение i niebowszestie, i czekający od Ducha przyjścia, z podzięką składają Tobie tę żywую i świętą ofiarę. Uzglянь, prosi, na dar Twojego Kościoła i przyjmij Jego jako ofiarę, jaką Ty pożadał być umilостивленным. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом во Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с избранниками Твоими, найперв с Наисвятейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Архангелом Михаилом, Яном, Павлом, другим сестрой Фаустиной, благословенным Отцом Брониславом и всеми святыми, про заступництво яких мы сподеемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай эта офяра нашего поеднания принесе всему свету супокой и избавления. Будь ласкавым умацовать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землю, со слугой Твоим папам Львом, бискупом нашим Юзефом, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбу в этой земле, якая по Твоей воле стоит перед Тобою, о добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсеяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов и сестер, и всех, кто власти Твоей обешел с этого свету, милостиво прими в благодарство Твое, где и мы сподеемся быть,
каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорвае свет усялякімі добротамі. Праз Христа, с Христом и у Христе, там Его завойча всемогутный, у едности Духа Святого, уся ваша и хвала, разу вселяки вечная. Аминь. Молимся, да Отца Небесного, как нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого злого. Дай ласкаво с упокою дни наши. Да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийти Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое володарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej wolą, a darycie go supokojem i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczne. Supokój Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. I передайте ближнему знак супокою. Богом Божий, Яки вяжешь на себе, грехи и свету, смилуйся над нами. Богом Божий, яки вяжешь на себе, грехи и свету, смилуйся над нами. Богом Божий, яки вяжешь на себе, грехи и свету, одари нас упокоем. Ось поранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные покликанные на вечеру явную. Пане, я не варты, как ты убольшил до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдных костелах. Вот так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Ты помножил на пустыне Божа, как мужья дева силы меры. Ты над нас стал подробником голодным, для тех, что вечно быть с тобой хотели. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом. Вот так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас.
тебе. Будь прославленный повсюдным костёлом. О, как безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Молимся. Умацованные на святой гостине, покорно Тебя просим, Иисус Христе, приведи на славы з мертвых повстания Твоих верных, яких Ты одарил новым житем, раза хлябу складенную на древе крыша, яки живей владарить на веки вечные. Аминь. Objawy. 15 września u poniedziałek wspominają Najświętejszą Panną Maryję, bolesną zawsze после świata uzwyższenia krzyża, jest wspomnienie той, kto tak samo współcierpiał za nasze zbawienie, czyli Najświętejszej Panny Maryi. 16 wspomnienie świętego Kornelia, papy i Kipriana, biskupa, muczennika. 18 wspomnienie świętego Stanisława Kostki, zakonnika. 20 w sobotę wspomnienie świętego Andrzeja Kim, teologona, prezbitera, Pawła Czonhasana i popleczników muczenników. 17 września u środu u 19:45 zapraszają młodzież, jaka żadaje przystąpić do sakramentu konfirmacji, czyli wierzbowania. Sustrzecza odbędzie się u kaplicy, tudaka u środu u 19:45. 20 września w sobotę rozpoczynają nowennę do świętego Archanioła Michała, głównego opiekuna Mińsko-Mogilewskiej archidiecezji, tak samo kongregacji świętego Archanioła Michała, do jakiego ja przynależę. Następna niedziela 21 września inwestycyjna, wszystkie ofiary przeznaczone na budowę, za jakie teraz już szczerze Wam dziękuję. Zachęcam zapisywać dzieci na katechezę, adoracja Pana Jezusa w Najświętejszym Sakramencie od 14 do 19 każdy dzień. При конце каплицы знаходится листа, czyli спис. Как там могли записаться батьки детей, які ходят на катехизацию. Навошта гэты спіс? Каб можна было прыбраць таксама катехетычныя залы. Захвочваю, калі кожны запішацца раз, то толькі раз на год трэба будзе прыйсці паўбіраць гэтыя катехетычныя, раз на вучэбны год прыйсці паўбіраць катехетычныя залы. І дзякуючы гэтаму там будзе таксама парадак і прыемна будзе там вучыцца вашым дзецям і знаходзіцца. Гэта ліста знаходзіцца там пры побач з канфесіяналам. Дзякую за ахвяраванне на будову святыні, супольную і індывідуальную малітву, спева правой літургічнай за прыбіганне капліцы, а таксама тым, хто дзежурыў. Памолімся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, імініны юбілей, хто чакае нарадзіў дзяцей. За добродеев веродавцев нашей парафии, сама новый добродеев новый санктуарий Божьей милосердности и за нас, доручающий кожного по особку опецы Матери Божией Твоей обороне Отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молению нашим, и от всякой злой приходит, выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что есть, что приходится в осень, прихожий час, отпочивайте, копаючи бульбу, збираючи помидори, огурки, цепку. Нехай это послужит для вашего здоровья и починку. Примите Божие благословение. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Держи нас в змагании, будь нам обороной,
супроть спокусы и пастор Слова Духа, покорно просим, няхай я вознишит Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас будуть смирить по свете. Аминь.